В эфире телеканала «Якутия-24». Главные события уходящего дня. В студии работает Алексей Соколов. Здравствуйте. Евро в якутскую экономику. Французские компании изучают инвестклимат нашей республики. В Ленские тротуары укладывают в снег. Строители заверяют, на качество работы это не скажется. Мусор преткновения. В Мирном коммунальщики города сетуют на недобросовестность жителей. Претензии выслушала наша съемочная группа. В Мирнгринском районе закрыли одну участковую больницу. Жители негодуют, главный врач ЦРБ держит ответ. Мастер-класс чемпионов Георгий Балакшин и Василий Егоров провели открытую тренировку в Якутске. И рецепт для хозяек. Алданские повара готовят запасы на зиму. Строительство новой дороги из порта Зеленый мыс до Билибина в Чукотский автономный округ позволит доставлять различные грузы круглогодично. Повышение транспортной доступности – актуальный вопрос, и его значение усилилось сейчас, когда идет восстановление былой инфраструктуры региона и строительство новых объектов. Якутия является главным поставщиком угольного топлива для Чукотки. Между тем, его перевозка осложняется тем, что сейчас на территории республики работает только автоземник протяженностью 15 километров, а строительство круглогодичной дороги сможет связать два района – Нижнеколымский в Якутии с Билибинским на Чукотке. По словам специалистов Минтранса, в 2014 году было принято решение об устройстве дороги продленного действия. Между тем, до сих пор не решился вопрос о строительстве круглогодичной дороги. В настоящее время вопрос именно об устройстве автозимника и строительстве рассматривается. Да? То есть есть также есть вариант строительства круглогодичной дороги. В прошлом году направляли бюджетную заявку о предусмотрении средств из федерального бюджета, потому что там сумма достаточно значительная. В этой связи нам необходима поддержка с федерального бюджета. Но, к сожалению, мы не вошли в федеральную адресную инвестиционную программу, но будем проводить работу в следующем году для того, чтобы у нас предусмотрели финансирование из федерального бюджета в 2021-2023 годах. На речном причале в Нижнем Бестяхе открылся павильон для пассажиров поездов. Новый пункт ожидания рассчитан на 120 мест. В павильоне площадью около 400 квадратных метров разместился зал ожидания, помещение досмотра, кабинет администрации, пост охраны, помещение медицинского персонала, комната матери и ребенка, мужской и женский санузлы, буфеты и другие технологические помещения. Теперь вынужденное ожидание отправления или прибытия речного транспорта при неблагоприятных метеоусловиях будет проходить в более комфортных условиях. Якутия готова к бизнес-сотрудничеству с Францией. В эти дни в столице работает представитель ведущих французских компаний в области энергетики, сельского хозяйства и медицины. Основная цель их визита – установление деловых контактов между Якутией и Францией. Ульяна Шагина узнала, в какую сферу деятельности готовы инвестировать французские компании. Организатором мероприятия является Франко-Российская торгово-промышленная палата во главе с ее руководителем Эммануэлем Киде. В списке участников такие известные во всем мире компании, как Sanofi, Sodexo и Total. Отметим, что Франция является традиционным партнером для Российской Федерации и готова теперь работать и с якутскими предприятиями. На самом деле французские предприятия работают практически на всей территории Российской Федерации. В том числе и в Якутии работают такие компании, как Ивраше, Росбанк и Окситан. Экспорт местной продукции, международная кооперация, развитие энергетической промышленности, закупка французских лекарственных препаратов, в том числе и вакцин и многое другое. Вот те области, по которым сегодня предлагает работать французская сторона и готова развивать деловые связи Якутия. Мы уже подписали соглашение в этом году, и в рамках этого соглашения реализуем ряд бизнес-миссий. Еще у нас предполагается бизнес-миссия аграрной направленности, которая тоже состоится либо в конце этого года, либо в начале следующего. Аграрная направленность – это наши товары, представление наших товаров, наших якутских производителей аграрного сектора для, в том числе, экспорта совместно с французскими партнерами или даже во Францию, поскольку у нас есть уникальные товары, и наша ежеребятина, и наша известнейший наш чай, самый северный чай – это те позиции, которые представляют интерес для наших французских партнеров. Интересное предложение у французской компании Total, которая оперирует на энергетическом рынке Европы в течение уже почти столетия. Многие годы
годы она оставалась традиционным производителем нефти и газа, но с недавнего времени открылись и активно развиваются подразделения компании, занятые в разработке сегментов солнечной энергетики и энергетики биомассы. Именно последний аспект стал отправной точкой в международном сотрудничестве Якутии и Франции. Вы начали как раз с предложения компании Total Batteries. Они предлагают интересные решения для наших недропользователей, которые испытывают трудности и проблемы к энергетической инфраструктуре. Я думаю, компании проработают с ними это направление. Сегодня было озвучено, что есть одно из решений технологических, использованных в наших условиях низких температур. Я думаю, это решение и должно заинтересовать компании. Речь идет об использовании аккумуляторных батарей для промышленного применения, которые уже прошли технические испытания в Аляске, Канаде и Арктике. Оказывается, в Якутии очень много населенных пунктов, которые вообще далеки от центральной электролинии. Вот с ними мы как раз и собираемся работать. И что интересно, они находятся в очень холодных условиях, но при этом где очень много солнца. И на этих территориях можно использовать как солнечную энергию, то есть солнечные батареи, и какие-то гибридные технологии придумать специально для Якутии. Премьер правительства Владимир Солодов отметил, что помимо этих областей Якутия также заинтересована в развитии культурных связей, креативной индустрии и туризма, которые также могли бы лечь в основу двухстороннего сотрудничества между Якутией и Францией. Премьер предложил в кратчайшие сроки актуализировать так называемую дорожную карту общего сотрудничества, а также напомнил, что в конце ноября и Якутия в рамках делового визита посетит французскую сторону. Ульяна Шагина, Илья Сыромятников, Якутск. Около 400 котельных обследовали в Якутии в рамках акции «Отопление». Помимо котельных, Госкомитет по обеспечению безопасности проверил места хранения топлива. Акция включает комплекс надзорных и профилактических мероприятий по соблюдению требований пожарной безопасности в период действия отопительного сезона. Мероприятия продлятся до конца ноября этого года. В Ленске продолжают выполнять укладку тротуарной плитки. Строители уверяют, что снежный покров не помеха качеству работ. Запланированные объемы практически выполнены, основная часть плитки уложена, но остались лишь мелкие работы по установке бордюров. Сотрудники подрядных организаций обещают, что в течение нынешней недели дорожки будут готовы. На данный момент улица Орджоникидзе закончена в полном объеме. Уже оплата произошла. По улице Дзержинского есть некоторые моменты технические, задержка связывается с некоторыми техническими моментами. В течение пару дней работы будут завершены. Повлияет ли на качество? Нет, на качество это не повлияет. Сейчас погодные условия нам сопутствуют. Плюсовая температура. Я думаю, жители будут довольны. А коммунальщики города Мирный сетуют на недобросовестность жителей алмазной столицы. Камнем преткновения стал мусор. С какими проблемами сталкиваются предприятия, отвечающие за вывоз отходов, расскажет Мрафирина Алексеева. Мирнинское предприятие жилищного хозяйства обслуживает 80% жилищного фонда города Мирного. Сбор бытовых отходов в городе производится разными способами. В 9-этажных домах функционирует мусоропровод. В частном секторе и остальных многоэтажках выставляются мусорные баки. Сбор крупногабаритных бытовых отходов также входит в перечень обязанностей предприятия. Но горожане, видимо, не видят разницу между крупногабаритными и строительными отходами. В категории строительный мусор входят отходы последней стадии ремонта. Остатки краски и обойного клея, обрезки обоев, линолеума и ламината, керамической плитки и гипсокартона. Унитазы и радиаторы также являются строительным мусором. В оплачиваемый у нас входит бытовой мусор, а строительный у нас отдельная оплата, отдельная строка идет. Чаще приходится своими силами убирать. 792 рубля 32 копейки, 1 куб. Это, да, норматив, и люди к нам подходят, мы прям с ними высчитываем. Я все объясняю, показываю им, откуда я взяла этот объем, что у них там. Ну, частенько люди не хотят этого принимать. Еще одна актуальная проблема связана с загораживанием проезда к мусоропроводу. Жители многоквартирных домов паркуют свои машины в неположенном месте так, что спецтехника не имеет возможности реализовать сбор мусора. С наступлением зимы число машин, стоящих впритык к домам, увеличивается вдвойне.
так как жители нагревают мотор своих машин предпусковым обогревателем, спуская электроудлинители со своих окон. Они сами все закрывают, подъехать вообще нельзя. Вот, сюда никак не вывернешь. Справа машина, здесь стоят. Его подойдешь, попросишь, нормально по-человечески ответь, мы сейчас заберем, и потом становитесь сколько хотите, стойте. А он начинает нецензурно, в общем, выражаться. Некоторые, бывает, даже драться лезут. Вешать объявления пытались, прям скотчем лепили на стекло. Просьба, пожалуйста, убирайте машину, либо хотя бы оставляйте номер телефона, чтобы мы, когда подъедем, могли вам позвонить, чтобы вы убрали свою машину. Все равно ноль. А жители частного сектора заливают жидкие отходы в контейнер для бытового мусора. В итоге, чтобы очистить бак, специалистам приходится увозить его в цех и отогревать. И это далеко не все. Затор мусоропроводов и пожары занепотушенных бычков уже обыденное дело. Желательно же упаковать. Сейчас есть вот эти пакеты, да, мусорные. Ссыпают просто мусор. Можно сказать про крыс, да, которые там разводятся в этом мусорокамере. Это, считай, мы их сразу вот кормим, подкармливаем. И вот борьба у нас прямо идет не на жизнь, а на смерть с этими крысами. Подкидывают в подъезды котов, собак. Сами же жители начинают жаловаться, что пахнет в подъезде. И здесь же заходишь в подъезд, они им и подстилку, и кормят их, и поят зверюшек. Мы все это понимаем прекрасно. Но уборщица же не может целый день находиться, убирать за котом, бегать по всем этажам за ними. От слаженности работы и от того, готовы ли мы жить по общепринятым правилам, зависит элементарное – чистота вокруг. Марфилина Алексеева, Артем Алексеев, Мирный. А сейчас небольшой блок рекламы и смотрите далее на телеканале Якутия-24. В Нерюнгринском районе закрыли одну участковую больницу. Жители негодуют, главный врач ЦРБ держит ответ. Мастер-класс чемпионов Георгий Балакшин и Василий Егоров провели открытую тренировку в Якутске. И рецепт для хозяек. Алданские повара готовят запасы на зиму. В эфире Якутия-24 мы продолжаем наш выпуск. Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Алексей Волин во вторник в Уфе принял участие в круглом столе по вопросам развития телевидения, после которого рассказал о мерах, которые будут приняты для сохранения позиций региональных телекомпаний в связи с завершением перехода всех регионов страны на цифровое телевещание. Волин отметил, что с ноября текущего года в эфире общественного российского телевидения появятся врезки региональных телевизионных компаний. 14 октября в России завершился переход на цифровое телевещание. Все аналоговые передатчики федеральных телеканалов в стране были отключены. После перехода зрители получили возможность бесплатно смотреть 20 федеральных телеканалов. Аналоговое вещание в стране отключается исключительно для федеральных каналов, которые вошли в первый и второй мультиплекс. Те региональные телевизионные компании, которые вещали в аналоге, могут и дальше продолжать это вещание в аналоге. У нас в кабельных сетях на 21-й позиции везде предусмотрено место региональный телевизионный канал региональный. И мы планируем, что начиная со следующего года в крупных городах на 22-й кнопке у всех кабельных операторов в обязательном порядке будет находиться и местный городской канал, который будет рассказывать им про местные новости. Вторая комплексная научная экспедиция по Якутии продолжается. Работа началась еще в 2016 году. Изучение флоры, фауны, экологии, почвы, горной породы даст республике научное обоснование долгосрочных стратегических направлений развития производственных сил, транспорта и энергетики Якутии. На пятилетнюю экспедицию выделили 5 миллиардов рублей. На первом этапе ученые изучили среднее течение реки Лены. В общем, подготовили более 100 научных проектов. Итоги всей экспедиции подведут к 2022 году, к столетнему юбилею Якутской ССР. Проводятся очень активные исследования по исследованию особенностей районов, которые находятся по берегам великой реки Лена. И что очень важно, в этих работах участвуют не только аспиранты и магистранты, но и ученики школ.
Порядка 40 промышленных компаний занимаются добычей полезных ископаемых на территории Якутии. С начала этого года только золото было добыто больше 23 тонн. Помимо этого, республика является лидером по поставке в стране алмазов, угля и нефти. Всего 1500 месторождений разного вида минерального сырья. Обзор геологоразведки в материале Сарглан Захаровой. Всем известный факт. Недра Якутии хранят в себе всю периодическую таблицу Менделеева. Якутские алмазы – бренд не только республики, но и всей страны. 82% запасов драгоценного камня приходится именно на республику. За последние 5 лет на территории региона открыли еще десятки месторождений полезных ископаемых. Запустили новые участки по добыче угля, нефти, серебра. И работа продолжается. Если посмотреть на статистику, только за этот год в Якутии добыли больше 23 тонн золота, а общие запасы месторождений составляют порядка 1700-800 тонн. По серебру показатели добытых объемов составляют 88,5 тонн из почти 19 тысяч тонн запасов. Кроме того, свыше 1 миллиарда тонн газа, 9 миллионов тонн нефти и 12 миллионов тонн угля. В 2018 году компания «Колмар» запустила обогатительный комплекс «Денисовский». Шахта является единственной в стране, которая добывает уголь способом камерно-столбовой отработки. Работы производятся на глубине ниже 200 метров. Плановый годовой объем добычи составляет больше 2 миллионов тонн полезного ископаемого. В начале октября, выступая на панельной сессии в рамках Российской энергетической недели, глава республики Айсен Николаев заявил, что объемы запасов угля на Дальнем Востоке достигают 35 миллиардов тонн, в том числе в Якутии 15 миллиардов. Прогнозный потенциал месторождения оценивается в 1 триллион тонн. Из них 90% отводится угольным бассейнам в республике. По его словам, в ближайшие 15 лет объем добычи угля на Дальнем Востоке увеличится почти в 2 раза и превысит 150 миллионов тонн. С открытия кимберлитовой трубки в Мирном прошло больше полувека. Якутия уверенно удерживает лидерские позиции по добыче алмазов в мире. За прошлый год было добыто сырья на сумму порядка 3 миллиардов 300 миллионов долларов. А в этом году предварительные итоги составляют 3 миллиарда 170 миллионов долларов. Понижение этих показателей объясняется закрытием одного из рудников после трагедии 2017 года. Что же касается нефти, то здесь объемы добычи растут. 9 миллионов 305 тысяч тонн с начала года. Это на 19,4% больше, чем за прошлый 2018 год. 67% этого объема приходится на участки компании «Сургутнефтегаз». Вот такие основные цифры по запасам и разработке недр Якутии. В Нерюнгринском районе закрыли Золотинскую участковую больницу. Жители возмущены, так как, с их слов, им не своевременно предоставляется медицинская помощь. Наша съемочная группа отправилась в село Енгры и пообщалась с жителями и главным врачом районной ЦРБ. Подробности в материале Александры Цыбиковой. Село Енгры располагается в 60 километрах от Нерюнгри. В селе закрыли не только участковую больницу, но и стационар. Амбулатория осталась единственным местом приема специалистов, приезжающих с Нерюнгри. 2 раза в неделю врачи-терапевт и педиатр по направлению Нерюнгринской ЦРБ ведут прием иенгринцев по расписанию. Бывают такие случаи, что уже поступали жалобы, что приходят на прием, но врачей уже нету на месте. И получается, уже начинаются у нас такие проблемы. При экстренных ситуациях иенгринцы могут обратиться к старшей либо дежурной медицинской сестре. Те, в свою очередь, вызовут скорую помощь. В закрытой больнице уже отключены инженерные, тепловые и электрические сети. Все оборудование теперь находится в здании амбулатории. Во врачебной амбулатории провели лицензирование, открыли пункт неотложной медицинской помощи, открыли койки дневного стационара как для детей, так и для взрослых. При этом с ноября месяца, как я говорил, мы провели лицензирование на новый вид медицинской услуги – это врач общей практики. С ноября месяца возобновит ежедневный прием земской врач как для взрослого населения, так и для детей. Но у Алисы Александровой их 3 маленьких, и ситуации могут сложиться непредвиденно. У меня дети в любое время могут заболеть, а у нас аптеку закрыли, потому что туда перевели дневной стационар. Без аптеки мы. А врача вызывать – это тоже пока дождешься, может что-нибудь случиться. А так
Но очень хотелось бы, чтобы построили новую больницу побыстрее. По ранее принятой программе развития здравоохранения указом главы республики Айсена Николаева по Южной Якутии дает свои плоды. А сегодня по вопросу Иенгринской амбулатории главврач Нерюнгринской ЦРБ встречался с подрядной организацией. Проект уже на руках. В новом строящемся доме каменной застройки на первом этаже площадью 280 квадратных метров будет располагаться новая амбулатория. Александра Цыбикова, Вадим Барашков, Нерюнгри. В штатном режиме и без технических сбоев в Якутии подводят итоги сдачи ЕГЭ. В этом году в едином государственном экзамене участвовали почти 9 тысяч человек. По всей Якутии организовали 236 пунктов проведения экзаменов. Это самое большое число по России. Все пункты работали по технологии печати полного комплекта экзаменационных материалов в аудитории. Как отметила руководитель Центра мониторинга качества образования, в этом году в Якутии было зарегистрировано 6 нарушений. В основном это пронос мобильных телефонов. Сейчас идет анализ итогов, результатов, и этот анализ будет направлен в управление образования. И, соответственно, по итогам этого анализа уже учителя на местах, школы будут делать соответствующие выводы для себя, принимать управленческие решения, какие-то методические решения. Да? А новая кампания стартует уже в декабре. Значит, наши школьники будут писать итоговые сочинения. В зале бокса Центра спортивной подготовки «Триумф» в Якутске прошла открытая тренировка двух заслуженных мастеров спорта – Василия Егорова и Георгия Балакшина. Вместе с прославленными спортсменами тренировались и члены республиканской сборной, юниорский и взрослый состав. Якутские боксеры готовятся к важным стартам. Юниоры к чемпионату вооруженных сил, а взрослые к чемпионату страны. Это как мастер-класс. Молодые ребята приходят и смотрят, как мы тренируемся, как готовимся. У меня скоро будет чемпионат России, который состоится в Самаре с 7 по 18 ноября. И со мной также будет тренироваться наш прославленный спортсмен Георгий Русланович Балакшин. Вообще вот открытая тренировка делается для популяризации именно нашего любимого вида спорта бокс. Вот. И вот будем тренироваться под руководством моего личного тренера, заслуженного тренера России Пахомова Артура Никитича. И также будет помогать мне мой родной брат, мастер спорта России Егоров Николай Михайлович. Издревле в октябре на праздник Покров хозяйки заквашивали капусту. Сейчас в магазинах круглый год есть и свежие овощи, и разносолы на любой вкус. Секреты засолки алданских хозяек в материале Татьяны Вахниной. Крупные и мелкие кочаны свежесалатного цвета чуть поскрипывают, хрустя плотными листьями. Сочная капустка хороша в любом виде. Осенью спрос на белокочанную особенно высок. Согласно народному календарю, заквашивать капусту нужно в середине октября, когда снег землю покрывает и отмечается покров Пресвятой Богородицы. С детства был такой обычай и, наверное, семейные традиции. Как осень наступала, первые морозы, обязательно солили капусту. И да, с детства очень любим ее и готовим сами. Современные хозяйки знают, на засолку годится не всякая капуста. Лучше всех та, что выращена на северной земле. Особым спросом пользуются овощи, поставляемые в Алдан из разных уголков Якутии. Мегина-кангаласка самая лучшая. Да я не могу сказать, какую, мегина-кангаласку или алданскую. Просто приходишь, смотришь, видишь и понимаешь, что это именно та, которая тебе нужна. Без хлеба и овоща, как говаривали встарь, стол кривой. В отношении капусты эта приговорка полностью оправдывает себя и сегодня. Солянка и щи, кулебяки и салаты, блюда из квашеной капусты любимы всеми. А вне конкуренции свежесоленая белокочанная с подсолнечным маслом. Я с капустой салат, еще салатом суп сварю, с этими окорочками. С картошкой, окорочок. Борщ, щи, пирожки, большие пироги. То есть, да, все делаем. В торговых точках в любое время года можно купить как свежую, так и квашеную капусту. Закусочка предлагается на любой, даже самый экзотический вкус. С нотками специй, чесночка, ягод и даже мяса и рыбы. Однако при имеющемся изобилии большинство хозяек заготавливают капустку самостоятельно. Конечно, обязательно. Постоянно. А много заготавливаете? По 5 тонн примерно. На каждого. Чтобы закуска удалась, важен процесс закваски. В основе заготовки рецепт простой. Морковь, лавровый лист, душистый перчик, соль и сахар. Далее все зависит от фантазии хозяйки, а также вкусов и предпочтений едоков.
Если к нашинкованной и хорошо примятой капустке добавить чеснок, красный перец, уксус и раскаленное подсолнечное масло со специями, любители пикантного пальчики оближут. Рецепты заготовок у каждой хозяюшки собственные, а засолка капусты – целый ритуал. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан. Мы продолжаем акцию, посвященную 75-летию победы над фашистской Германией. Сегодня на нашем телеканале в 21:00 смотрите фильм, изготовленный нашими коллегами 35 лет назад. Мы решили сохранить фильм в изначальном виде, не подвергая редакции и монтажу. Напоминаем, в кадрах хроники будут показаны герои тех лет, ветераны, о которых и по сей день мало что известно. Поэтому, если вы увидите знакомые лица, просим вас обратиться к нам в редакцию и рассказать о событии либо о людях. Нам важна любая информация. Телефон горячей линии редакции в Якутске 42 08 88. Благодарны за участие в создании материала. Наш телеканал передаст в дар этот видеофильм. Итак, акция «Мы помним» сегодня в 21:00 на нашем телеканале. Мы следим за развитием событий. Не переключайтесь, оставайтесь с нами. Удачи вам.